В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Задача органов транспортной прокуратуры – обеспечение правопорядка, безопасности пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта. Сегодня мы поговорим о деятельности Якутской транспортной прокуратуры, какие перед ней стоят задачи и какие имеются проблемы именно у нас в республике на транспортном комплексе. Гость у нас в студии Артем Ильин, якутский транспортный прокурор, старший советник юстиции. Артем Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы на своей должности сравнительно недавно. Расскажите немножко о себе. Да, на должность якутского транспортного прокурора я назначен в конце прошлого года. Так удобно получилось. Получается, конец года, подытоживание результатов работы за год, годовые отчеты. И в первую очередь мною, конечно, был сделан анализ состояния законности и преступности на поднадзорной территории. И сделаны определенные планы на год, на несколько лет, и чего мы должны добиться в определенное время. Но о себе вы так и не рассказали. Расскажите о себе. На этой должности, получается, я работаю в составе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Это 16 прокуратур в части Сибири и Дальнего Востока. Получается, у меня в моем подчинении 6 работников, и осуществляем надзор, так же, как и все прокуратуры по защите прав граждан и надзору за соблюдением требований законодательства. Если приведя примеры, немножко подробнее, расскажите, чем же занимается якутская прокуратура транспортная, именно в чем разница от обычной? Мы выполняем те же задачи, тот же у нас функционал, как и у всех прокуроров. Это в первую очередь защита прав и интересов граждан, интересов государства и населения, обеспечение верховенства закона, то есть для чего осуществляется надзор за соблюдением требований федерального законодательства, и борьба с преступностью и коррупцией. То есть это те же задачи, которые стоят перед всеми прокурорами, перед всеми прокуратурами. Разница в том, что мы осуществляем надзор именно в транспортной сфере. Это получается весь транспорт, помимо автомобильного транспорта. Это воздушный транспорт, самолеты, вертолеты всех типов, водный транспорт, начиная с маломерных судов, заканчивая паромами, танкерами, катерами, железнодорожный транспорт. И осуществляем надзор за соблюдением таможенного законодательства. Особыми приоритетами направлений работы, являются обеспечение транспортной безопасности, то есть транспортная безопасность, защита здоровья и жизни граждан, обеспечение законности при эксплуатации транспорта, и соблюдение прав пассажиров. Это основное, это где у нас выявляется, к сожалению, масса нарушений, поступает много жалоб и обращений граждан, и много работы в этом направлении. Осуществляем свою деятельность по территории республики Саха-Якутия, за исключением города Нерюнгри, там отдельная транспортная прокуратура. Вы сказали, что вы соблюдаете, точнее, надзираете за соблюдением прав пассажира. Расскажите, какие права имеет пассажир? Поскольку, с учетом нашей географии и специфики нашего региона, основной вид транспорта у нас все-таки это авиация, перелеты по перемещению на воздушных судах. И, как я сказал, много жалоб поступает, но тут же и много у нас проблем в сфере авиации. Получается, к сожалению, здесь выявляется масса нарушений, и, как правило, они связаны с нарушением прав пассажиров. Права пассажиров в сфере, например, допустим, авиации, это авиакомпании в случае задержек, они имеют ряд обязательств, которые должны обеспечивать в виде предоставления услуг всем пассажирам в случае задержек, которые могут быть по метеоусловиям, так и по каким-то техническим причинам, случаи которых, к сожалению, у нас происходят, и часто мы слышим в средствах массовой информации. Это в первую очередь обеспечение, получается, авиакомпании комнаты матери и ребенка пассажирам, у которых дети до 7 лет, предоставление возможности связаться с родственниками или же со знакомыми. Это получается, в случае, может быть, у кого-то там телефон сел или же средств связи не имеется, право на телефонный звонок, обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 2 часов, обеспечение горячим питанием, размещение в гостинице, также трансфер, и организация хранения багажа.
Мгм. Если подробнее поговорить о борьбе с преступностью, какие преступления совершаются в транспортной сфере? В транспортной сфере совершается достаточно немалое количество преступлений. Например, по итогам 3 месяцев этого года совершено уже более 100 преступлений. Мы осуществляем надзор за всеми органами предварительного расследования на транспорте. Это Следственный комитет и следственные органы предварительного расследования, это следствие, дознание, полиции, получается, и полностью координируем их деятельность. В основном преступления связаны, вот если примерно так разделить, это преступления против собственности, хищение багажа, имущества граждан. Достаточное количество совершается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Их на сегодняшний день свыше 20 уже зарегистрировано. Перевозка наркотических средств получается на транспорте, незаконный оборот оружия, ну и экономические преступления. Хотелось бы отметить вот ряд преступлений благодаря активной, скажем, позиции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность полиции и координирующей роли, значит, нашей деятельности. Выявлена масса преступлений, связанные именно с мошенничеством. Мошенничество, где были похищены бюджетные средства, это бюджетные учреждения, организации. Там есть и медучреждения республиканского масштаба, республиканского уровня, образовательные учреждения, детские сады. Есть организации в сфере ЖКХ, где работники совершили мошенничество, количество которых мы сейчас установили около 100. И поэтапно сейчас возбуждаются уголовные дела. Это, получается, преступления, связанные с предоставлением фиктивных ложных документов, авансовых документов о фиктивных перелетах по территории Российской Федерации, где бюджетные учреждения своим работникам и их родственникам компенсируют оплату за перелеты. И есть и врачи, там есть и такие хорошие специалисты, где, к сожалению, в бескорыстных побуждений подделали документы и воспользовались услугами, скажем так, одной частной конторки, скажем так, цех которой накрыт благодаря активной работе. И там фиктивно изготавливаются даже такие, ладно, там авиабилеты на А4, но там еще и посадочные талоны, кассовые чеки, они прямо все как оригиналы, их не отличить. Посадочные талоны, они имеют такие же вот картонный вид, как там с печатями, со штампами и так далее, и потом они предоставляются работниками и получают денежные средства за якобы понесенные затраты, которых вот не было. Сейчас, пользуясь случаем, вот я хочу предупредить, упредить вот эти факты, которых масса, руководителей как-то, чтобы бдительнее смотрели авансовые отчеты своих подчиненных, потому что идет расхищение бюджетных средств. Я говорю, их очень много. Только вот по городу Якутску скрылось, сейчас расследуется около 70 преступлений. Затем мы, как говорится, эту работу продолжим еще по районам. Я думаю, это количество у нас будет расти, и мы постараемся побороть вот эту вот проблему. То есть у нас имеется проблема мошенничества не только с мобильными мошенниками, но и мошенничество, как говорится, у нас у своих работников бюджетных организаций. Ну да, проделывается очень большая такая огромная работа. А если сравнить цифры вот прошлого года и теперь, вот как у нас растет или уменьшается? Ну, примерно на том же уровне остается. Чуть меньше преступлений зарегистрировано, но я считаю, это незначительное количество. И это также активно и в районах, и в Якутске, везде, да, прямо на... Да, я вот на днях тоже подписал документы о возбуждении уголовных дел, там и районы у нас пошли. Большие, крупные районы. Ну а какие актуальные задачи у вас прямо сейчас на карандаше стоят? Актуальные задачи, борьба с преступностью, она, как говорится, на постоянной основе. И сейчас мы, с учетом, как я сказал, была проанализировано состояние законности и определены первоочередные задачи. Это обеспечение, законности, упорядочить работу по посадочным площадкам. Их у нас по республике около 200, 180, если точнее, и
которые стоят у нас на учете в Росавиации, мы должны по ним провести проверки, потому что некоторые, большинство, ну не большинство, а часть из них являются неактуальными. С советских времен они зарегистрированы, фактически не используются. Будет проводиться работа по, значит, приаэродромным территориям, где также имеются проблемы в виде наличия несанкционированных свалок рядом с аэропортами, которые могут создавать угрозу в виде, значит, скопления птиц. Но будем проводить работу усиленно с авиакомпаниями. Там, как говорится, масса требований. Это как подготовка экипажей воздушных судов, их обучение, повышение квалификации, сдача экзаменов, также и соблюдение прав пилотов в виде, значит, недопущения авиакомпании утомляемости пилотов, соблюдение аэропортами требований законодательства, значит, в том числе по доступу для мобильных групп населения, то есть права инвалидов. Ну и, значит, другие задачи. В том числе у нас обеспечение, сейчас активно идет работа по обеспечению законности по приаэродромной территории, где установлен также целый ряд требований, в том числе по соблюдению требований по световому ограждению зданий. То есть это у нас аэропорт находится в черте города, и дома высотные, краны и так далее, они должны иметь освещение, которые, значит, ну, не везде имеются. Мы сейчас проводим проверки по управляющим компаниям и должны обеспечить наличие всех вот этих вот световых устройств на зданиях. Да, но вот судя по вашему развернутому ответу, видно, что проводится также очень такая насыщенная профилактическая работа, да, не только по нарушениям. Ну и хотелось бы вот в конце, что вы посоветуете пассажирам в плане, как обезопасить себя в транспорте? Ну, в первую очередь, конечно, полезно будет знать все свои права. Вот то, что вот я сказал, там я сказал как бы вкратце, здесь требования есть как и в ночное время, сколько авиакомпания должна какие услуги предоставлять, так и в дневное время. Все вот эти права граждан мы стараемся опубликовывать, вернее, и информация вся размещена у нас в зданиях аэропортов, в здании аэропорта города Якутска в том числе. Всем пассажирам было бы полезно с этим ознакомиться, ну и на сайте прокуратуры это все имеется. Ну и самое главное, конечно, соблюдать требования безопасности на транспорте, особенно вот в летнее время, в водоемах, на реках, как говорится, быть аккуратнее. Ну и в случае нарушения прав пассажиров обращаться в Якутскую транспортную прокуратуру за защитой своих прав. Мы всегда открыты и принимаем обращения, жалобы граждан, которые 100% будут у нас отработаны и проверены все доводы с принятием всех мер реагирования. Артем Романович, спасибо, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. А я напомню, в студии в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.